Добрый день, видеообзор BMW 218i. Отдельная благодарность Татьяне Сакрафта за очень быстрый подбор, кто куплен за один день. Выбрали, скинули варианты, обсудили по бюджету и за один день купили. Авто BMW 218i, F45 кузов 2014 года, в бюджет в 1 миллион рублей. Значит, что в эту комплектацию входит? Мы выбрали комплектацию люкс. Каждая комплектация люкс бывает разная, отличается. В моей комплектации что входит? Идет вот такой вот мультируль. Руль идет без круиза, без адаптивного круиза. BMW она всегда дооснащается. То есть, если вы вдруг купили машину в люксовой комплектации и у вас чего-то нет, не стоит расстраиваться. Можно это дооснастить, купить, прокодировать, у вас все будет работать, вплоть до того, что там читает знаки, подруливает. Значит, что есть еще в ней? У меня идет кожаный салон, вставки. Вот здесь вот идет подсветка. Подсветка идет только в люксовых комплектациях. Стандартная подсветка красного цвета. У меня, так как люксовая комплектация, она еще меняется на белую. Можно, говорят, прокодировать на другие цвета и будут меняться. Ну, стандартно 4 стеклоподъемника автоматических, регулировка зеркал электронная, противотуманные фары перед-зад, автоматический датчик, точнее, света. Такие вот дефлекторы идут. Приборку я скодировал уже на русский язык, была на японской. Перекодировал также головное устройство, все полностью на русском. Обновил, закодировал коды для навигации. Тоже навигация теперь стала доступна. Климат-контроль, подогрев сидений, электронный ручник, блок управления головным устройством, кнопка старт-стоп, подключение также его. В моей комплектации что еще входит? Это точнее, зеркала, они затемняются вечером. Идет кожаный салон, это на коже, есть на эко-коже более дешевый вариант, но это идет кожа с перфорацией. То есть бардачок, флешка AUX, подстаканники. В моей комплектации так, маленький бардачок. И еще вот тут непонятно тоже есть маленький бардачок, такой вот в велюровом стиле сделан. Ну, может, под перчатки еще что-нибудь. Насчет места, если кто-то думает, что она маленькая, компактная, места в ней достаточно много. Я ростом 177 сантиметров, вот я вот сел, у меня еще получается станок до крыши, там до головы, вот так вот подсвечивается, у нас спереди, сзади. Сзади дефлекторы тоже есть с регулировкой под себя, под зарядку. Очень удобная штука от детей. Сетками. Это у меня уже куплен был шнурок, чтобы кодировать ковры. Ковры здесь идет из ткани. Есть вот такая вот штучка. Оп. То есть это подстаканники, да. Это дополнительный отсек. Ну, везде идут ручки. Даже на водительском сиденье идет дополнительный ремень. Полка. Вот бензобака. Колеса идут 16, можно поставить и 17, и 18. Все зависит от вас. BMW 218 это та же самая версия, что X1. Она ниже на 1,5-2 сантиметра. И чуть покороче. Багажник вот такой идет, ну, компактный багажник, запаски нету. Тут по идее в комплекте должна была быть комплект для ремонта шин.
что прикольно, что понравилось. Вот есть такая вот кнопочка, нажимаешь, и у тебя сиденье вот так вот чепук складывается. Такая вот труба. В комплектации люкс идут вот эти вот хромированные вставки везде. В других комплектациях нет, если бюджетную какую-то брать. Но я говорю, BMW, она может оснащаться. Можно взять бюджетную и все поставить от люкса. Фары идут ледовские. Марки обычные. Мотор здесь B38, полторашка, 136 лошадей. Ну, датчик дождя забыл, да, сказать, что это есть. 136 лошадей, 220-240 ньютонов, по-моему, крутящий момент. Можно чипануть, будет 180 лошадей и 280 крутящего момента. Вот такая вот пушка. Всем рекомендую. И еще раз благодарность Татьяне, то, что мы такую машину крутую всего лишь в миллион. То есть машина по цене какой-нибудь там Грант, не знаю, Соляриса какого-нибудь там года 11-10 на механике какой-нибудь. Так что рекомендую, обращайтесь, не стесняйтесь, не бойтесь, берите. Да, кстати, в моей комплектации еще идет спортивная М-подвеска. То есть, как я говорил, разные комплектации, бывают разные люксовые.